Это дворец Арбоб. Именно здесь 16 ноября 1992 года состоялась историческая примирительная сессия Верховного Совета Таджикистана, когда главой государства избрали Эмомали Рахмона. К тому моменту в Таджикистане вовсю полыхает война, гражданская. В стране хаос и голод. На полях погибает урожай. Заводы и фабрики не работают. Убежище многие искали в соседнем Афганистане. Были вынуждены взять колеса у тракторов, снять камеры, надуть, положить бревна, сделать своеобразный плот и переплыть реку. Все это результат противостояния бывшей коммунистической элиты, национал-демократов и религиозных экстремистов, которые добивались создания исламского государства. Все парализовано было, вооруженных сил не было. Они формировали были. Единственным легитимным органом в то время был Верховный Совет Республики. Очередную сессию решили провести не в столице, а на севере страны, в Худжанде. Там, где было относительно спокойно. При подсчете результатов тайного голосования оказалось Рахмонов Эмомали за 186, против 1. Мы должны предотвратить разрушение нации. У меня других целей нет. Я должен оправдать доверие людей. В апреле 1997-го на Эмомали Рахмона совершено покушение. Президент был с рабочей поездкой в Худжанде. В момент, когда он общался на площади с горожанами, взорвалась граната. Ранения получили 75 человек. Несмотря на ранения, Эмомали Рахмон летит за долгожданным миром в Москву. Братоубийственная война заканчивается 27 июня 1997 года. В Георгиевском зале Кремля правительство Таджикистана и объединенная таджикская оппозиция подписывают соглашение об установлении мира и национального согласия в стране. Президента с вестью о мире на родине встречают со всеми почестями. Всего за 3 года ВВП республики вырос в 5 раз. Удалось запустить промышленные предприятия. Свои проходные открыли таджикский алюминиевый и завод «Гидроагрегат». Заработали ткацкие фабрики. Люди получили землю. Люди погибали от голода. Я принял исторический указ о раздаче 50 тысяч гектаров земли, чтобы люди сеяли, кормили себя. Иначе была бы трагедия. И хотя рельеф для земледелия не самый удобный, 94% площади Таджикистана занимают горы. Аграрии год из года повышают показатели. Очень урожайный сорт. И выдерживает мороз. Потом очень рано спелый. Таких, как Эмомали Рахмон, называют человеком с правильной биографией. Родился в глубинке, в поселке Дангара, что в 100 километрах от столицы. Младший сын в семье. Наш уважаемый президент вот здесь, сидит третья партия, я вот здесь. Он единственный из лидеров СНГ, кто служил на флоте, Тихоокеанском. Та форма, которую носил наш лидер во время службы в Тихоокеанском. После службы он работает секретарем в правлении колхоза. Заканчивает экономический факультет Таджикского государственного университета имени Ленина в Душанбе. Затем возглавляет образцовый совхоз. Сейчас он основатель мира и национального единства, лидер нации. Это его официальный титул. Что ни день, то рабочая поездка по стране. Здесь сидел, потом с этим чайник терзавки. На этой чайнике президенту чай делали, на этой пьялке чай налили, президенты дали. До сих пор эти чайники и пьялка тоже храним мы. Здесь Калибил был, вот здесь как раз. Когда они вот здесь сидели, он начал плакать, президент близкий был вот это, он Калибил сразу начал качать. Потом он перестал плакать. Таких историй по всей стране несчетное количество. И тогда, и сейчас, спустя 30 лет, Эмомали Рахмон всегда находит время для общения. Он посещает фермерские хозяйства, лично дает старт посевной, первым срывает созревшие плоды и высаживает деревья. А еще уважает спорт. Лично открывает спортплощадки, стадионы и манежи даже в самых отдаленных районах республики. Это Рагунская ГЭС. Долгие годы она считалась долгостроем. В то, что гидроэлектростанция заработает на полную мощность, мало кто верил. После распада Союза и начала гражданского противостояния стройку остановили. Но президент объединил народ, и стройка закипела.
2016 год. Эмомали Рахмон за рулем бульдозера лично перекрыл русло реки Ваш и дал старт возведению самой высокой в мире плотины. Спустя 2 года он нажал символическую. С этого момента ГЭС соединена с единой энергосистемой страны. Уже запущены 2 агрегата. Теперь Таджикистан входит в десятку самых обеспеченных гидроресурсами стран. А стройка не останавливается ни на минуту. Я не раз подчеркивал, что Рагунская ГЭС строится на столетие. За годы независимости в республике проложили 2200 километров автомобильных трасс, имеющих международное значение. Магистрали. Президент лично открывает стадионы, школы, детские сады и предприятия. И с удовольствием сам принимает гостей по всем законам восточного гостеприимства. Пирамиды и целые ковры из ароматных фруктов, цитрусовых и бахчевых. И национальное блюдо, которое готовят на глазах гостей. Несмотря на тяжелый график, Эмомали Рахмон находит время для семьи. Молитва матери, что она обычно читала ему, давала силы. Разговоры с братом всегда были отдушины. Он уделяет время всем детям. Их у него 9, 7 дочерей и 2 сыновей. Он самый многодетный отец среди лидеров СНГ. Вера Исмаилова, Бахтувар Бахрулзуда вместе из Таджикистана.